Здравствуйте, Тимур Иванович. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Последний месяц лета, и мы плавно переходим к периоду, когда страна начнет сталкиваться с острым энергодефицитом. Республика так или иначе развивается, появляются новые туристические объекты, объекты жизнедеятельности, и требуется все больше и больше электроэнергии. По тому, какая сейчас ситуация с энергохозяйством, по тому, какие работы проводит Черноморэнерго, по тому, какой объем электроэнергии вот сейчас приходится запитывать в сеть, по вашим прогнозам, когда вам придется вводить новый график веерных отключений, когда нам этого ждать? Начнем с того, что дефицит в любом случае у нас на этот год, до конца этого года, он складывается, он будет. Вот. В каком объеме? Ну, в районе 200 миллионов киловатт-часов. Мы как бы предполагаем, что дефицит будет, но это все будет зависеть от сезонности, от дождей, от уровня наплотения. Среднее, то, что мы как бы предполагаем, это будет порядка 200 миллионов, может чуть меньше. Вот. В этом году у нас потребление по республике, несмотря на такое большое количество вновь подключаемых объектов и начало их функционирования, у нас потребление минус 85 миллионов киловатт-часов по отношению с прошлым годом. В общем, идет у нас экономия. Если мы в 2023 году в отношении к 2022 году уменьшилось у нас потребление на 300 миллионов суммарно, вот, то в этом году вот у нас где-то 85 миллионов на текущий период. Вот, как сложится у нас экономия дальнейшая до конца года, пока не знаю. Вот, но предполагаем, что где-то под 130-150 миллионов мы меньше потребим, чем это было у нас потребление в прошлом году. Вот, но тем не менее это будет уменьшение дефицита электроэнергии, но никак не снятие самого дефицита. Сам дефицит по факту остается. Будет ли это возмещено веерными отключениями или будет возмещено перетоками с Российской Федерации, пока не определено. Ни для кого не секрет, что в прошлом году электроэнергия, часть перетока, осуществленного в прошлом году, был платной. За киловатт-час государству приходилось платить тогда 4 рубля 80 копеек за 1 киловатт. И при той сегодняшнем тарифе руб 40 и руб 80, понимаете, что тут не то, что экономики нету, она отрицательная в 2 раза. Оплачиваем по 4,80 и отдаем по руб 40, по руб 80. Понимая, что уровень генерации у нас остается практически на том же уровне, который был все эти последние года. Понимая, что расход электроэнергии у нас в Абхазии, по предыдущие 3-4 года он рос, и достиг порядка 3 миллиардов, да, вот в 2022 году было. И сегодня прошлогодняя экономия потребления и снижение потребления в этом году, суммарно дает, конечно, существенную экономию. Но для покрытия дефицита, еще раз повторюсь, дефицит остается. То есть еще не определено, либо этот дефицит будет покрываться веером, либо перетоком, либо будет и то, и другое, как в прошлом году? Да, пока не определено. Пока не определено, потому что 200 миллионов киловатт-часов, предполагаемый, прогнозируемый дефицит, это, если в деньгах, это порядка 850-900 миллионов рублей. Деньги очень большие, не то что для Черноморэнерго, но и для республики тоже. Вы говорили о том, что удалось сэкономить определенную часть электроэнергии за счет каких работ? Вот я хотела бы, чтобы вы проговорили это. Работ было проведено и ведутся очень много одновременно в разных направлениях. Вот. Но самое эффективное, наверное, это все-таки же установка прибора учета, когда берется под контроль расход,
когда счет выставляется согласно этого расхода, точно этому расходу, то люди начинают экономить. Вот сегодня в Гаграх, допустим, мы уже порядка 8 подстанций практически закончили устанавливать приборы учета. Все они расположены в центре города. Но 30% падение нагрузки происходит после установки счетчика. Соответственно, это намного меньше аварий, намного меньше отключений, намного меньше неисправностей. И повышается и качество, уровень, и бесперебойность электроснабжения уже тех жителей, абонентов, которые запитаны на той или иной подстанции. Мне всегда нравится, что устанавливаются счетчики. Но по итогу, после того, как мы провели эту работу, люди начинают понимать, что это в первую очередь во благо для них делается. В силу того, что где было 140 вольт, людей до 200-210 поднимается напряжение. Мы знаем, что вы отключаете должников. Вот за месяц какое количество удается отключить? Ну, я думаю, не меньше 1000. По Абхазии, да. Не меньше 1000. Ежедневно проводятся работы по районам, где они есть, эти приборы учета, и в городе Сухом, естественно, основной. Как реагируют абоненты, которые проживают в селах, где социальное благополучие достаточно на низком уровне? Смотрите, Как вы с ними работаете? сейчас в селах, честно говоря, у нас этих приборов учета стоит немного. Основная часть, где мы их устанавливаем и пока планируем устанавливать, это все-таки городская часть в республике. Перед установкой счетчика надо проводить очень большую подготовительную работу. Это и замена опор, и замена голых проводов на изолированные кабели, СИПы так называемые. Вот. Ну, работы очень много. Какими темпами идет установка приборов учета? Какое количество уже по республике установлено? И сколько вы ожидаете установить еще до конца года? Ну, смотрите, значит, сегодня в республике у нас темпы по установке, мы сейчас акцентировали все-таки по городу Гагре, идут по городу Сухом. Вот, новый Афон практически у нас в большей части завершена установка прибора учета. Направленная бригада еще комплектуется одна в Гудауту, там район Замостянки, там идет у нас установка прибора учета. Планируем на следующей неделе, наверное, приступить к установке учета в Кудырипском районе. Вот. И в Ачамчирах тоже хотим их установить, хотя бы к началу следующего месяца сформировать бригаду, которая будет работать там. В этой работе сама установка прибора учета – это, наверное, самое легкое дело. Труднее всего подготовить сети к установке этих приборов учета, чтобы исключить короткие замыкания, убрать ветхие линии, заменить опоры, привести в соответствие сами трансформаторные подстанции, все сопутствующее коммутирующее устройство, ошиновку и все остальное. Сама эта процедура очень дорогостоящая, кропотливая, системная, требующая очень большого объема и труда, и финансов. Что дало увеличение тарифов для энергохозяйства? Тариф на уровне 40 копеек у нас держался на протяжении порядка 12 лет. Он не менялся. Вот. За эти прошедшие 12 лет в разы кратно выросла стоимость комплектующих, материалов, оборудования, всего остального, все, что необходимо располагать должна была наша компания для того, чтобы поддерживать энергосистему в более или менее рабочем состоянии. Ну, смотрите, вот передо мной лежат цифры. Январь-июль 2023 года собираемость общая была 29%, январь-июль 2024 года уже 40%. Значит, рост по собираемости у нас идет. Конечно, мы считаем, что это недостаточно. Хотим и ждем большего процента собираемости от полученной электроэнергии. Вот. Если говорить по июлю прошлому, допустим, это составляет 55,3% собираемости за потребленную электроэнергию. Тот наш
основной ресурс, так скажем, да, сегодня электроэнергия, которая у нас есть в республике, которая позволяет решать много наших социальных, бытовых задач, и в то же время дает возможность для развития самой экономики, да, там предприятия, дома отдыха, гостиницы, рестораны. К этому ресурсу, еще раз обращаюсь, надо относиться рачительно, бережно, потому что генерации больше нет у нас, к сожалению. Надо исходить из того, что есть. Сохраняется вот этот дисбаланс между растущим энергопотреблением и устаревшими мощностями, и все время возникает разговор в общественных кругах, в экспертных кругах, где брать дополнительные источники генерации, и всплывает тема перепадных ГЭС. Да? Скажите, вот если, допустим, государство планомерно будет постепенно восстанавливать эти перепадные ГЭС, что это даст в целом энергосистеме республики? Я не раз отвечал на этот вопрос, еще раз повторюсь. Стоимость восстановления этого каскада сегодня ориентировочно от 10 до 12 миллиардов рублей. Это если восстанавливать все 3 перепадные станции. Идеальный вариант, если государство, не знаю в каком виде, изыщет эти возможности, эти станции будут восстановлены. Даже при наличии сегодня финансов, я думаю, что при старте, даже вот сегодняшнего дня, это восстановление всего каскада займет минимум 3 года. Минимум 3 года, это при наличии определения средств, это размещение заказов, доставка оборудования, проектно-сметная документация, все сопутствующие дела. В сумме, если будет восстановлен каскад, можно рассчитывать, я думаю, где-то на 300-350 миллионов киловатт-часов в год. Если был бы источник финансирования, то, конечно, государству было выгодно восстановить эти станции. В Творчельском районе, да, проведены были большие работы по обновлению энергохозяйства. Какие конкретно были проведены работы? Проговорите еще раз нам. И за счет каких средств? Потому что понятно, что это все затратно. Все работы, которые проводились и планируется проводить, если говорить о Творчеле, все это планируется исключительно из средств Черноморэнерго. Первое, с чего мы, наверное, там все-таки же начали, это было строительство здания УПУ, так называемого. Вот, мы его отстроили, сделали. И потом очень много ветхих подстанций, текущих, без дверей, ветхие линии. С руководством Творчальской РЭС был составлен план. И согласно этого плана мы потихоньку проводим эти работы. Это и строительство 10-киловольтных линий, да, это и замена по 0,4 линии, это и установка новых трансформаторных подстанций, да, взамен уже ветхих, вышедших из строя, амортизированных. Работы, конечно, предстоит еще очень много. Кстати, хочу заметить, это не только по Творчельскому району происходит. Аналогичные работы мы проводим практически во всех районах Абхазии. Очень много было построено в Гудаутском районе, в городе Гагра, вот, в Новом Афоне, в Гульрипче сейчас начинается то же самое. Вот. И это все наряду с текущими мероприятиями по обслуживанию, поддержанию работоспособности нашего энергетического оборудования, хозяйства в целом. Какой долг вообще перед Черноморэнерго у абонентов? За 4 миллиарда. Совокупный долг, который накопился за весь этот период, там, если не ошибаюсь, 4,5 миллиарда. Летний курортный сезон, несмотря на то, что очень много заехало отдыхающих и открылось много туристических объектов, тем не менее он проходит относительно спокойно, в плане обходится без отключений. За счет чего удалось вот так выдержать вот эту планку?
удалось в прошлом году и перед началом сезона на всех больших подстанциях, где был дефицит мощности, провести работы по усилению этой мощности трансформаторной и ремонтно-профилактическим работам самого оборудования. Вот. Была проведена глубокая капитальная расчистка большей части линий 220, 110, 35 и 10 киловольт, хотя работы еще очень много, но тем не менее эти магистральные дела мы постарались максимально, как смогли организоваться, сделать эти, привести их в порядок. Сегодня у нас 2 бульдозера работают на линии 35 киловольт, идущей от подстанции Беслет в сторону Кодорского ущелья. Вот. И заодно работают бульдозера, рядом идут люди, бригада, которые чистят сами подпятники опор, вокруг этих опор, приводят в порядок. Ширина там 25-30 метров расчистки нужна. Вот, для того, чтобы это было стабильно, работало и не создавалась аварийной ситуации. Вот, но чистят побольше, 40-50 метров дают они ширину трассы, для того, чтобы удобство было при обслуживании, эксплуатации и нахождении повреждений в случае аварии. Значит, работы предстоят еще очень большие. Значит, самый сложный участок у нас это был, наверное, линия Афон 110, где вся трасса идет по горам у нас над Тещиным языком. Была сильно заросшая, колючки, кустарник, всю вот эту часть линии была она почищена вручную у нас. Да вручную люди на косогорах, зачастую над обрывами, работали, убирали все вот эти заросли, мелколесье, кустарники, деревья, для того, чтобы привести его в порядок и к нормальному режиму работы. То есть и поэтому количество аварийных отключений снизилось на порядок? Снизилось, потому что нагрузки чуть-чуть упали, тоже влияет. Вот. И в итоге это дало вот такой эффект у нас, технический эффект. А вот эти отключения, которые под утро Черноморэнерго проводит, насколько это часто и почему это делается? Когда мы планируем ремонтно-профилактические работы, или когда ведется та же просека, расчистка трассы, есть такие деревья, которые без отключения, допустим, их резать, убирать опасно. Потому что есть возможность там прикасания, и ни в коем случае это угроза для жизни. Потому, когда накапливаются такие вот деревья, мы их планируем. И утром самое безболезненное для населения время, так скажем, с 5 до 7 утра. Когда мы даем такое объявление, значит, в 5 утра наши бригады и люди находятся уже на местах. Мы берем отключение за 2 часа, пытаемся справиться со всеми делами и всем подать обратно напряжение. Бывает, что намного раньше это получается, бывает чуть затягивается. Но, тем не менее, лучше проводить плановые отключения, чем ликвидировать аварийные отключения. К сожалению, у нас резервной линии 220 киловольт на сегодня нету. Вот. И для того, чтобы провести все эти ремонтно-профилактические работы, необходимо обестачивать. В летний период, когда стабильное электроснабжение, мы про майнинг забываем, что он, в принципе, он еще существует. У меня сложилось ощущение, что в летний период эта борьба как-то стихает, а когда начинаются уже проблемы с отключением, все вспоминают майнинг, и эта работа более активизируется. Вот что вы развеете мои сомнения. Наверное, в ваших словах есть доля правды, но, тем не менее, мы эту борьбу ведем постоянно. Почему? Потому что если не вести эту борьбу, он будет увеличиваться. Да. Есть выявление. Это как раковая опухоль. Это как раковая опухоль, она расползается, растет. Когда видят безнаказанность, все думают, почему сосед делает, почему бы мне не сделать. Но еще раз говорю, самый эффективный все-таки же метод борьбы с майнингом – это установка прибора учета. Когда люди понимают, что им за все приходится платить, они его сами отключают.
Вы неоднократно уже отвечали на этот вопрос, но все равно спрошу по аэропорту имени Владислава Арцеба, который сейчас восстанавливается, идет его активная реконструкция. Что там будет с электроснабжением, какие там работы вот в этом направлении проводятся, и не повлияет тоже вот все время опасения, что может повлиять вот на снабжение электричеством вот в этом районе, как-то будут проблемы. Значит, согласно техническим условиям, которые мы выдали аэропорту, значит, там предусмотрена реконструкция подстанции Дранда 110, откуда запитан сам аэропорт как объект. На данной подстанции сегодня у нас стоит два трансформатора, 10 тысяч и 6 тысяч, 16 мегаватт его общая сегодня мощность трансформаторная. Значит, предусмотрена замена двух трансформаторов усиления мощности и замена всего коммутационного оборудования по 110 и 10 на всей территории подстанции. Практически полная замена всего оборудования на всей подстанции. Что, во-первых, создаст запас на самой подстанции и улучшит качество самой электроэнергии и к минимуму сведет аварийные ситуации. Я думаю, от этого проекта все близлежащие население и объекты только выиграют в качестве электроснабжения. На данный момент какой уровень воды на Энгургэс? Сегодня низкий на текущий момент. Но проблема в том, что в начале года сложилось несколько аварийных ситуаций на самой плотине Энгургэс, если помните. Там был прорыв водовода, после этого у них было возгорание трансформатора, какую-то часть, не какую-то часть, но во время остановки Энгургэса мы получали с их общей системы, да, для нужд Абхазии. Вот, вода сегодня ниже, чем в прошлом году существенно, но тем не менее на прошлой неделе состоялась встреча с руководством Энгургэса. Вот, мы пришли к пониманию того, что уровень воды должен быть сохранен на том уровне, допустим, соответствующий этому периоду. Вот, и те наши 40-42%, которые мы получаем от выработки Энгургэса, мы в этом году обязательно их получим. А что значит уровень должен быть сохранен? Уровень на сегодняшний день регулируется притоком и выработкой. Ага. Да. Значит, было заявлено с руководством Энгургэса, что будет существенное сокращение выработки, вот, что позволит нам выйти на наш обычный уровень, соответствующий этому периоду. За текущее время мы потребили порядка 38% от выработки Энгургэса. Вот, но чем дальше, чем будет ниже уровень воды, тем больше будет процент нашего потребления. Способна ли энергосистема выдерживать увеличение количества новых туробъектов? Существующая наша линия 220 киловольт, снабжающая всю Абхазию от Ингуры до Псоу, вот, она сегодня ни по пропускной способности, ни по своему состоянию техническому не способна еще какой-то прирост нагрузок выдержать. Значит, остро стоит вопрос, это не сегодня, не вчера, давно уже стоит, о необходимости строительства второй линии 220 киловольт параллельной к существующей. Значит, если этот вопрос не будет решен, то, я думаю, будут сложности. Да. Само мероприятие, оно дорогостоящее, тоже, только проектные дела, я думаю, займут порядка года. Вот, и года полтора-два надо будет на реализацию этого проекта. Какая сумма предположительно, если вам известно, будет закладываться в госбюджет на энергохозяйство, на госкомпанию, на госбюджет 2025? Буквально сегодня мы уже наш окончательный вариант будем предоставлять в Министерство энергетики. Вот. Оно будет ими рассматриваться.
Потом они будут выходить на Министерство финансов и в парламент, соответственно. Вот. Какая сумма и сколько это будет составлять, наверное, все-таки после согласования корректировки они вам скажут, объявят. В этом году, вернее, мы предусмотрено для Черноморэнерго было 160 миллионов рублей, 10 миллионов из которых это было на софинансирование по работам Цандры-Штяги. Вот, а 150 миллионов это было все для приобретения приборов учета, именно приобретения. 40 миллионов из бюджета нами получено, на это приобретены счетчики, и в принципе мы уже подходим, мы в течение этого месяца мы завершим, я имею в виду сентября, завершим их установку. Вот, остальное финансирование как будет, мы обратно же будем приобретать приборы учета и продолжать эту работу. Когда вы можете предполагать завершение вот этой программы по установке приборов учета в целом по республике? Я думаю, при хорошей, отлаженной, планомерной работе 2 года, и 25-26 год будет завершающий, и по Абхазии мы должны закрыть этот вопрос. В основном. Конечно, будут оставаться прорехи, но смотрите, для нас большой проблемой остаются секционные дома. Почему? Потому что в секционных домах зачастую все внутреннее электрохозяйство, оно в очень ветхом состоянии. Проводка слабая, которая не раз горела, воспламенялась. В советское время расчет потребления был на одну квартиру порядка 2 киловатт, 2,5 максимум. Сегодня в зимнее время каждая квартира потребляет от 7 до 10 киловатт. Это с учетом отопления, всего, естественно, эта проводка не выдерживает. В начале нашего разговора я вам говорил, что сама установка счетчика, это может быть не так сложно. Очень сложно и дорого это подготовить место для установки этого прибора учета. Если сегодня предварительно сам прибор учета стоит порядка от 6 до 10 тысяч рублей, в среднем можно сказать 8-9, я вас уверяю, что ориентировочно столько же обходится и нам подготовить место под установку прибора учета. Это даже при частично реконструированных сетях. Также был вопрос в сельской местности, не в сельской. В сельской местности себестоимость установки одного прибора учета кратно вырастает, потому что удаленность проживающих абонентов, линия может быть протяженностью и 1,5, и 2 километра, а там могут быть жить 4-5 абонентов. Тимур Иванович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Не знаю, смог ли я ответить, но тем не менее, спасибо вам, что нашли время и пришли. До свидания.